Госстрой выявила 146 объектов самовольного строительства в Иссык-Кульском районе. Данные материалы будут переданы в судебные органы. По данным ведомства, комиссия Госагентства завершила процесс проверки соблюдения норм и правил строительства пансионатов, зон отдыха, а также процесс мониторинга очистных сооружений Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. По результатам работы комиссии всего на территории Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области выявлено 146 объектов, где были зафиксированы нарушения законодательства в области градостроительства и архитектуры, говорится в сообщении. Стоит отметить, что в Иссык-Кульской области имеется 1127 оздоровительных учреждений, из них 126 имеют очистные сооружения. В 160 имеются канализационные системы, подключенные к очистным сооружениям других оздоровительных учреждений города Чолпон-Ата. Из них 47 санаторий, пансионаты, дома отдыха, детские лагеря, 113 пансионаты, гостевые дома, гостиницы и юрточные городки. 841 не имеют очистных сооружений, из них 12 пансионатов и 829 мини-пансионатов, гостевых домов, гостиниц, юрточных городков. Они используют септики. В 7 очистных сооружениях требуется реконструкция или капитальный ремонт. Из 126 очистных сооружений 14 новые построенные очистные сооружения после подписания, сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики. Напомню, что ранее президент Садыр Джапаров подписал соответствующий указ от 26 апреля 2022 года о неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль. Решением главы государства запрещается с 1 января 2023 года функционирование в курортно-рекреационной зоне Иссык-Кульской области санаториев, пансионатов, домов отдыха, коттеджных поселков, гостевых домов, гостиниц и других объектов рекреации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности без обеспечения инженерными коммуникациями и сооружениями. Данная мера была принята на фоне плачевной экологической обстановки на территории курортно-рекреационной зоны озера. Стоит отметить, что одним из главных источников загрязнения озера и территории Иссык-Куля являются сотни пансионатов и домов отдыха, которые находятся и работают непосредственно в приближенной зоне и не оснащены надежными очистными сооружениями. Все это создает дополнительные экологические риски для водоохранной зоны Иссык-Куля. С вами была редакция Алдава Неври, Диана Бикмурзаева. Все самые актуальные новости у нас.